Вот это да! Интересно, а откуда берется шаровая молния и как она получается? Надо у нашего учителя Султана спросить, вот кто мне все объяснит. Дети задают десятки вопросов каждый день. И бывает так, что вопросы маленьких почемучек ставят родителей в тупик. Меня зовут Султан, я готов взять часть детских вопросов на себя. И каждый выпуск нашей программы даст ответ минимум на один детский вопрос. Сегодня я вам расскажу про шаровые молнии. Султан, расскажи, откуда берутся шаровые молнии? Шаровые молнии – это уникальнейшее природное явление, о котором знают все и которое невозможно воспроизвести в лабораторных условиях. Вот представь, все другие явления природы можно изучить, воспроизвести, там ученые могут исследовать, сделать измерения какие-нибудь. А шаровая молния – это непредсказуемое такое явление, которое невозможно изучить, невозможно там поставить приборы, чтобы все посмотрели, изучили. Как правило, шаровые молнии появляются во время грозы сильной. И не обязательно, чтобы была обыкновенная молния. Но часто бывает обыкновенная молния сверкнет и появляются шаровые молнии. На вид светящиеся шарики. Во время грозы опасно открывать форточки. Надо закрывать форточки, потому что шаровая молния может влететь вместе со сквозняком в открытую форточку. Но известны случаи, когда они пролетали сквозь стекло или даже сквозь стены. Они могут залететь в комнату, потом вылететь из нее непредсказуемо. Ученые изучают только свидетельства очевидцев. Тот, кто видел эти молнии, рассказывает, как они их видели и что они при этом испытывали, как они выглядели. И вот на протяжении тысяч лет накоплено много тысяч свидетельств. Тысячи людей видели эти шаровые молнии и рассказывают ученым, как они видели. А ученые потом обсуждают по их признакам, что это такое. И вот до конца нет такого однозначного ответа, что такое шаровая молния, так и не определились. Каждый ученый по-своему трактует, но ясно, что природа его электромагнитная, что это свойство материи такое. А из чего состоят шаровые молнии? Они не опасны для людей? Шаровые молнии – это особая форма материи. Вот материя бывает в трех состояниях. Твердая, жидкая, газообразная. Вот это ты уже по школе знаешь. Окружающий мир изучаете. Вот четвертое состояние называется плазма. Например, огонь – это есть плазма, это вот состояние вещества. Или вот телевизоры плазменные, почему так называют? Там маленькие пузырьки специального газа в таком состоянии называется плазменное состояние. Так вот, все признаки, все вот характерные признаки шаровой молнии говорят о том, что она состоит из этого состояния вещества плазма, то есть громадная энергия. Настолько в них много энергии, что когда летает, перемещается в пространстве, треск слышно характерный. Наблюдения шаровых молний были, например, в подводных лодках. Атомные подводные лодки вырабатывают электричество путем атомного расщепления, там огромное напряжение. И вот там моряки, которые на подводных лодках, видели появление шаровых молний. А когда искусственно пытались получить, не получалось уже. А иногда вот возле этих клемм, возле высоковольтных этих вот конструкций вдруг внезапно появляются шаровые молнии. Вот. Итак, запомнили, значит, во время грозы появляются шаровые молнии или возле мощных электрических объектов. А некоторые ученые считают, что энергетическая емкость, ценность этих шаровых молний настолько велика, что целую страну они могли бы питать энергией в течение месяца. Они очень опасны для людей. Известны случаи, когда они взрывались, летали в помещение, где много людей, взрывались, от этого гибли люди или получали тяжелые ожоги. Первое правило при поведении при шаровых молниях – нельзя делать резких движений. Она может просто пролететь мимо. А когда человек начинает паниковать, или бегать, или вот размахивать руками, то он создает потоки ветра, и ее поведение может поменяться, можно получить удар шаровой молнии. В общем, нужно остерегаться. А для этого в грозу лучше сидеть дома. Или сидеть в машине, например. Машина – прекрасный изолятор от любых молний, от любых электрических проявлений. Ни в коем случае во время грозы нельзя прятаться под высокими деревьями. Очень опасно. Молния бьет именно в высокие деревья. А чем вообще шаровая молния отличается от обычной? Итак, с нашей Земли постоянно испаряется водяной пар. Да? Вот такие вот еле видные, такие вот испарения.
они собираются в облака, потом в тучки. Тучки бывают белые, кучевые, безобидные. Но в конце концов воды так много, что они становятся тяжелыми, превращаются в грозовые тучи. Беленькие тучки безобидно, грозовые темные, правда же? Вот при движении от трения об воздух в тучках накапливаются заряды. Заряды отрицательные, электрончики накапливаются. Ну, от трения. Такой закон природы. Когда ветер гоняет их, от трения накапливаются. И в конце концов зарядов так много, что они уже не могут там держаться. И рано или поздно они стремятся вернуться к Земле. Земля всегда заряжена положительно, легкий положительный заряд. Ионы присутствуют. А в облаках накапливаются электрончики свободные. И в конце концов, вот как капля с крана, когда капает, когда накопится много воды, капля падает, так и здесь. Когда зарядов так много, что они уже не могут там удержаться, то возникает это природное явление молния. То есть заряд электронов прорывается через воздух, попадает в Землю. Воздух ток не проводит. Но когда зарядов очень много, то электроны сами прорываются сквозь воздух, который его не любит, который не проводит электроны, и уходят в Землю. В природе все процессы идут по пути наименьшего сопротивления. То есть электрончики ищут самую короткую дорогу к Земле. Если попадается дерево, то дерево помогает этим электронам вернуться в Землю. То есть высокое дерево или там, например, какая-то металлическая конструкция, которую люди построили, там башня какая-нибудь или антенна какая-нибудь, притягивает молнии. Поэтому на таких вот башнях устанавливают громоотводы. Металлический провод уходит в землю, чтобы, например, если это какая-нибудь радиобашня или ретрансляционная башня, чтобы оборудование не пострадало, там есть громоотводы. С древних времен люди научились делать громоотводы, чтобы не пострадали строения там, различные дома. Так вот, молния – это уникальное явление, когда мгновенно, за доли секунды, гигантский разряд вырывается из тучки и уходит в землю. При этом воздух в этом канале нагревается до миллионов градусов за доли секунды. Резко расширяется воздух мгновенно, и получается сильнейшая ударная волна. Эта энергия называется ударная волна. Вот смотри, вспышка молнии за доли секунды, скорость света громадная, мгновенно мы увидим вспышку молнии. А потом заметила, что бывает через несколько секунд гром только слышно. Молния сверкнула, проходит время, потом гром только слышно. Это потому, что скорость звука во много раз меньше скорости света. Свет мы мгновенно увидим, а звук идет до нас со скоростью 340 метров в секунду. Вот можно посчитать расстояние до молнии, если посчитать, сколько секунд будет идти гром. Гром и молния, слышал, так говорят? Молния сверкнула, проходит время, потом гром. Гром – это и есть ударная волна от молнии. Это воздух, резко разгоряченный, расширенный воздух создает ударную волну. Вот. А ток, молния спокойно уходит в землю и растворяется в этом земле. Земля такая большая, что этот заряд для нее, она даже его не заметит. Вот так образуется молния. Шаровая молния – это маленькая копия грозовой тучи. Она возникает при вспышке обычной молнии. На вид это просто шар. Шаровая молния может быть маленькой, как слива, или большой, как футбольный мяч. История сохранила для нас немало удивительных проделок светящихся шаров. К примеру, в 1936 году в английских газетах рассказывалось о шаровой молнии, которая сначала перерезала телефонные провода около одного дома, а потом влетела в открытое окно и плюхнулась в бочонок с водой. По словам очевидцев, вода в нем начала кипеть. Шаровые молнии бывают красного, оранжевого, желтого или ослепительно-белого цвета. Благодаря рассказам свидетелей этого явления удалось выделить два вида шаровых молний. Первый – это молния красного цвета, спускающаяся с облака. Стоит ей коснуться какого-нибудь предмета на Земле, он взрывается. А другой тип шаровой молнии долго путешествует вдоль земной поверхности и светится ярким белым светом. Шар притягивается к хорошим проводникам электричества и может коснуться чего угодно – Земли, линии электропередачи или же человека.
Шаровая молния живет недолго, несколько секунд или несколько минут. Ученые мало знают о шаровых молниях. Многие исследователи и вовсе не верят в их существование. Может, все дело в том, что изучать молнию нелегко. Во-первых, практически невозможно угадать, где появится такая молния. Если же она и появилась, то надо заснять на камеру светящийся шар. А как это сделать, неизвестно. Ведь стоит нажать кнопку аппарата, как шар исчезнет. Так что всем ученым остается лишь поверить на слово тем, кому посчастливилось, ну или же не посчастливилось стать свидетелями этого события. Султан, а покажи опыт с шаровой молнией. Шаровая молния – это такая удивительная штука, что я не могу никакой опыт про нее придумать. Это невозможно воспроизвести шаровую молнию. Ни один ученый на свете не сможет тебе показать опыт про шаровую молнию. А я знаю, как делать шаровую молнию. Серьезно? Ну тогда мы переходим к самой интересной части нашей программы – эксперименту. А помогать мне в этом будет, а точнее я буду помогать автору этого вопроса Бисултановой Камиле, ученице 20-й школы нашего города. Итак, шаровая молния в исполнении Камилы. Опа! Молодец! Ну вот мы узнали, что такое шаровые молнии. Надеюсь, путешествие в мир знаний было увлекательным и полезным для вас. Присылайте ваши вопросы на наш электронный адрес. Автор лучшего вопроса станет участником одной из наших следующих программ. Султан, а у меня еще один целый остался.